состоянии на 16 октября 6508 человек, или 1273 на 100 тысяч населения. Ситуацию с распространением коронавируса обсудили в правительстве Ингушетии. Это некий такой долг, который мы должны отдать нашим дедушкам, бабушкам, которые воевали и сделали этот мир таким, какой он сейчас есть, и мы здесь существуем. Вахта памяти «Терский рубеж-2020». Торжественная церемония захоронения останков солдат. Отслужить и побороться за здоровье – особенности осенней призывной кампании в этом году. В любом случае что-то оставляет на месте происшествия, как бы он ни старался это скрыть и вычистить все это место. В их работе нет мелочей, все улика. День образования службы криминалистики. Теперь спортсмены могут оттачивать свое мастерство, пользуясь качественным инвентарем. Спорт – норма жизни. Для школы Олимпийского резерва по боксу закупили спортивный инвентарь. Здравствуйте, это новости 24. Начнем с информации о ковиде. Коэффициент распространения инфекции по республике 1,02. Об этом сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по республике Ингушетия Борис Камурзоев на заседании в правительстве. По данным Оперштаба республики, общее число заболевших на 19 октября составляет 6667 человек. Из них выздоровело 5362, смертельных случаев 88. На лечении в подготовленных стационарах сейчас находится 359 человек. Все подробности в сюжете. В условиях отсутствия массовых очагов заболевания и в целом стабильной картине показатель распространения коронавирусной инфекции, который зафиксирован в регионе, является высоким соотносительно численности населения. Руководитель управления Роспотребнадзора по республике Борис Камурзоев пояснил, что сейчас у большей части жителей наблюдается отсутствие настороженности в вопросах эпидемиологических рисков. В частности, люди перестают соблюдать масочный режим, соблюдать социальную дистанцию, пренебрегают нормами личной безопасности. Все это может спровоцировать осложнение эпидситуации, особенно если учесть наступление сезонно-респираторных инфекций. Общее количество инфицированных составляет по состоянию на 16 октября 6508 человек, или 1273 на 100 тысяч населения. На протяжении последних 2 недель отмечается стабилизация абсолютных цифр ежедневно регистрируемых первичных случаев в интервале от 48 до 55 случаев. Показатель на 100 тысяч населения по количеству зарегистрированных за день случаев колеблется в среднем где-то в пределах 10, это 9,5 до 10,9. Параллельно с ростом коронавирусной инфекции наблюдается рост заболеваемости небольничной пневмонии. За последнюю неделю зарегистрировано 32 случая больничных пневмоний. По состоянию на 16 сентября, в сравнении месяц назад, было 39 случаев. На 16 августа было всего 7 случаев. Это говорит о том, что есть еще и грипп у нас, есть другие инфекции, которые нам дают и больше именно небольничных пневмоний. На основании анализа ситуации в соответствии с распорядительной медицинской документацией в то время были направлены письма в адрес главного муниципального образования, Минздрава, других министерств и ведомств об усилении противоэпидемических мероприятий в соответствии с полномочиями и зонами ответственности. Как доложила в ходе совещания ИО министра здравоохранения Ингушетии Рукья Таршхоева, на сегодня в республике функционирует уже 565 коек. Из них 373 койки с кислородом, в том числе 72 реанимационные. В Сунжинской центральной районной больнице развернуто 10 коек для беременных женщин. В детской республиканской клинической больнице открыто отделение для детей на 20 коек, добавила глава Минздрава. На 28 сентября постановление было решено увеличить количество исследований. Они у нас с 5 числа были доведены до 800.
И с понедельника прошлого мы дошли до 1000, как и говорят. Пока количество исследований максимально было сделано только 903. Да, маски носить хорошо, перчатки носить хорошо, но дистанцию соблюдать не нужно. Владимир Сластенин на основании вышеизложенного предложил рассмотреть проектный перечень дополнительных мер по профилактике и противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, а также указал на необходимость в продолжении соблюдения мер безопасности. Амина Бокова, Ахмед Парчиев, Лолита Ильянова. Новости 24. Теперь подробно о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Малгобекском районе, рассказывает Микаил Тангиев. Малгобекская станция скорой медицинской помощи вновь перешла на усиленный режим работы. В сутки поступает более 20 звонков с подозрением на коронавирус. Бригады фельдшеров по приезде оценивают ситуацию, проверяют давление, уровень кислорода в крови и при необходимости госпитализируют больного. Таких случаев, когда человека нужно срочно доставить в больницу, на каждый день приходится от 3 до 5. Если сравнивать, сейчас, конечно, немного легче, потому что как-то мы уже научились с этой болезнью бороться и оказать первую помощь экстренно. Нам же сейчас легче. Первое время было тяжело, потому что как-то не изучена болезнь сама была по себе. А сейчас очень много информации, есть очень много примеров, и поэтому сейчас как-то мы очень с этим легко справляемся. Хотя количество больных, конечно, у нас не снизилось, наоборот, как бы так увеличивается. Число больных COVID-19 на стационарном лечении в больнице растет с каждым днем. В инфекционном отделении 65 человек, из которых 21 старше 65 лет. В постоянной дотации кислорода нуждается 11 пациентов и 6 находятся в реанимации. Цифры неутешительные, но врачи уже понимают, как бороться с инфекцией и делают все возможное, чтобы больной поскорее встал на ноги. Больных в день проводится более 90. По экстренным показаниям мы работаем круглосуточно, то есть КТ больным выполняется безотказно в круглосуточном режиме. Около 80% из КТ всего того, что мы делаем, делается КТ органов грудной клетки. И примерно такой же процент у нас подтверждается вирусная пневмония. Большая часть зараженных – это по-прежнему пациенты с хроническими заболеваниями и люди преклонного возраста. Если в первую волну дети практически не болели вирусом, то сейчас количество зараженных возросло. При первых симптомах несовершеннолетних отправляют в ДРКБ. Врачи говорят, от погоды тоже зависит многое. Ситуация может измениться в любой момент. В первой волне, во-первых, мы переживали и не были так готовы, как готовы сейчас. То есть медперсонал полностью обучен. Стационарная помощь и амбулаторная помощь предоставляется пациентам в полном объеме. То есть даже запись к врачу можно сделать по интернету, по телефону. Доктор посетит пациента, то есть не нужно приходить и контактировать. Несмотря на послабление ограничений, обязательный масочный режим никто не отменял. Эта мера наравне с социальной дистанцией является важной и необходимой в борьбе против распространения коронавирусной инфекции. Надевать медицинскую маску нужно правильно, иначе толку в ней мало. Цветная сторона всегда должна быть наружу, а белая внутри. Еще одно условие – маска плотно прилегает к лицу, закрывая нос, рот и подбородок. Снимать средства защиты нужно за резинки, свернув ее внутренней стороной вовнутрь, а затем выбросить. Важно понимать, маски обязательны в любых учреждениях, в общественном транспорте, магазинах, аптеках. У себя дома или выйдя на улицу носить средства защиты нет необходимости, разве что по желанию. В то же время администрация города следит, чтобы предприниматели контролировали масочный режим на своих объектах. С нашей стороны меры будут все ужесточаться, проводимые контрольно-надзорные мероприятия и административной комиссии города, и совместно всех заинтересованных структур будут применяться самые жесткие меры к нарушителям, потому что другого выхода нет. Если пустить на самотек, что мы прекрасно знаем, каким плачевным последствиям это приводит. Специалисты уверены, какие бы меры ни принимались, в первую очередь уровень тяжести заболевания зависит от сознательности граждан. Если мы сами не будем заботиться о своем здоровье, врачи будут бессильны перед новой, возможно, еще более сильной волной коронавируса. Микаил Тангиев, Магомед Дидигов, Новости 24.
Установление судеб и увековечивание памяти. В Малгобеке в присутствии почетных гостей состоялась торжественная церемония захоронения останков солдат, найденных в ходе всероссийской акции «Вахта памяти. Терский рубеж». Эта экспедиция позволила обрести покой сотням солдат. Репортаж Зелимхана Калуева. Здесь проходила передовая линия фронта, где был остановлен враг в ходе Малгобекской оборонительной наступательной операции. Поэтому место выбрано не случайно. В братских могилах сейчас покоятся 58 неизвестных солдат. Это стало известно благодаря труду поисковиков, которые ведут эту работу в нашем регионе 4-й год. Перезахоронение проходит с положенными воинскими почестями. За месяц поисковых работ удалось обнаружить останки еще 11 неизвестных солдат, которые спустя долгие годы найдут свой покой. Желающих принять участие в этой торжественной церемонии много, ведь это большая честь для всех присутствующих. В 1943 году здесь, на Терском хребте, прошли ожесточенные бои за Малгобек. По некоторым данным, во время Малгобекской оборонительной операции погибло более 120 тысяч человек. Известны имена только чуть более 1500. Оказавшись на этом историческом месте, поэт и композитор Сергей Жилин за день до этого события написал стихотворение, которое так и называется «Малгобек – город воинской славы». Как рвались они к нефти, вовек не забыть, как захватчики перли. Как мечтали войти в Малгобек, только стал он для них костью в горле. Не нашли здесь захватчики брешь, и хребет здесь фашистам сломали. Они находят, устанавливают личности и с почестями придают земле останки героев. Межрегиональная вахта памяти «Терский рубеж-2020» стартовала в регионе еще в конце сентября. Проделанной работой можно гордиться. Каждый из участников считает своим долгом и обязанностью поиск павших солдат. Это хобби, но это хобби, которое нужно нашим потомкам. Это некий такой долг, который мы должны отдать нашим дедушкам, бабушкам, которые воевали и сделали этот мир таким, какой он сейчас есть, и мы здесь существуем. Поэтому движет мной это то, что я обязан этим людям. Имена их неизвестны, но подвиги точно бессмертные. Определить личности не удалось только потому, что у солдат не обнаружили каких-либо отличительных знаков. Пока халах ваш ледяндац, царь личности установить ваш ледяндац, ну ваш долж холче, чоди камдак ниш хамдак, мучавал, сак ши гарглса га хогду, ши дадавали мучавал, цинхара. Ясно только одно: среди погибших точно есть один офицер Красной Армии. Помимо самих останков, поисковики находят личные вещи, блиндажи, ножи и даже авиационную бомбу времен Великой Отечественной. Нами было незамедлительно передано данное сообщение о данной находке в местный отдел полиции, и после приехали саперы и уничтожили. Тысячи солдат до сих пор считаются пропавшими без вести. Почтить память павших воинов и выразить благодарность поисковикам приехали и почетные гости. Среди них и имам Московской соборной мечети. Помимо прочего, теперь на высоком холму, где и захоронены солдаты, возвышается памятник неизвестному солдату, который должны официально открыть после завершения всех работ. Зелимхан Калуев, Адам Далаков, Новости 24. МВД по региону доводит до сведения граждан Азербайджана, находящихся на территории Ингушетии, о невозможности пересечь границу страны. Из-за введения военного положения в Азербайджане граждане данной страны не смогут попасть домой. В министерстве также отметили о нецелесообразности попыток попасть на родину через близлежащие границы. Осенняя призывная кампания проходит в Ингушетии с учетом эпидситуации. Во время весеннего призыва, благодаря принятым мерам, вспышки инфекции удалось избежать. Вот и сейчас тесты на ковид призывники сдают по несколько раз. Всего на военную службу отправится 128 человек. Напомню, с 15 октября в Генеральном штабе работает горячая телефонная линия по всем вопросам. Репортаж Хавы Газиковой. 128 тысяч новобранцев пополнят ряды российских вооруженных сил этой осенью, и столько же было призвано весной. Все они в обязательном порядке проходят медосмотр. Главная задача медиков на этом этапе – определить категорию годности призывника. Всего их 4, начиная от А, который относит ребят, годных к военной службе, и заканчивая Д-категорией, которая предполагает исключение с воинского учета ввиду хронических заболеваний. Категория годен Б3. С чем я могу направить его служить, он с этой категорией имеет право ехать и служить.
даже несмотря на то, что у него искривление носовой перегородки, если даже призывник отказывается от операции. Естественно, я его обследую, смотрю и направляю на обследование. Но он имеет право отказаться от операции, но имеет право также ехать и служить. Всего в Назрановском районе больше 800 человек призывного возраста. Военный комиссар напомнил, что в правила нынешнего призыва внесены изменения. Так у новобранцев появилась возможность уйти в запас досрочно в случае определенных обстоятельств. К примеру, рождения второго ребенка. Из-за пандемии пришлось поменять схему работы, признается военный комиссар. Но с 1 октября все проходит уже по отработанной системе. Призывникам несколько раз проводят тесты на ковид, поэтому вспышки вируса в войсках за прошлую кампанию удалось избежать. Дезинфицируем все помещения военного комиссариата, медицинские комиссии, где врачи сидят. Полностью сделаны линии разметок. На данный момент у нас выявлен только один случай такого призывника, такого гражданина. Мы сразу как-то на скорой помощи отправили, отделили его от общества. С учетом опыта весенней призывной кампании, молодых людей максимально изолируют от посторонних и отправят в места несения службы отдельными вагонами и авиарейсами. У нас уже состоялось. Первую отправку мы отправили 16 числа. Количество команд из 13 человек, это с Назрановского района. А так была большая команда. Первую отправку мы отправили. Сейчас в дальнейшем 24-го, 29-го, дальнейших числах предстоит отправить опять же наших призывников. С 15 октября в Генеральном штабе работает горячая телефонная линия. Специалисты отвечают на все интересующие вопросы, которые касаются призыва на военную службу этой осенью. Хава Газикова, Магомед Белакиев. Новости 24. Министр просвещения России прояснил ситуацию с ЕГЭ на 2021 год. Сергей Кравцов заявил, что о переносах сроков сдачи экзаменов на будущий год не может быть и речи. Сейчас основная работа ведется по оказанию методической поддержки для сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Министерство просвещения вместе с Рособорнадзором разрабатывает интернет-ресурс с материалами по всем предметам для учащихся 6-11 классов. Они будут предназначены для самопроверки знаний учащихся и тщательной подготовки к единому государственному экзамену. В Карабулаке возводится школа на 320 мест. Сейчас ведутся отделочные работы. Строительство прекращали несколько раз в связи с карантином. Новое общеобразовательное учреждение предусмотрено национальным проектом образования. Отмечу, что всего в Ингушетии построят 9 школ для перехода на односменный режим обучения. Идрис Ижиев расскажет. Строительство новой школы горожане ждали не один год. Необходимость в новом образовательном учреждении здесь созрела давно. Старое здание признали аварийным. В стенах новой постройки наконец-то появится возможность для комфортной, а самое главное – безопасной учебы. Нынешний трехсменный режим останется в прошлом. Все дети нашей школы были распределены по всем школам города Карабулак. Это большая нагрузка, это 3 смены, это подвоз. Сейчас тем более это питание включено. Поэтому особо, надо сказать, трудности пришлось испытать всем школам города Карабулак. Родителям, педколлективу, ученическим коллективам. Всем пришлось тяжело, но цель оправдывает, как говорится, средства. Поэтому на сегодняшний день, если мы приходим к качественному, красивому зданию, где мы можем вести полный... И самое главное, где мы можем не переживать за детей, потому что они уже не будут находиться в аварийном здании. К работам приступили еще в середине прошлого года. За это время срок сдачи объекта переносили 3 раза по различным причинам, главная из которых эпидемия коронавируса. На данном этапе строительства сделано немало, основные работы завершены. Уложена кровля, провели отопление и все коммуникации. Сейчас продолжаются отделочные работы на всех этажах. Напольная плитка осталась, отделочная работа, первый корпус на 3-м этаже и, скажем так, дороги уже, пожарный проезд, все уже практически уже готово, под асфальт готовы, футбольное поле уже распланировано, ну и остались игровые площадки, часть. Ну такие отделочные и так далее, ну общем процент где-то, в общем, 20% у нас осталось.
Согласно проектной документации, трехэтажное здание будет отвечать всем современным стандартам, а на прилегающей территории появится зона со спортивными и игровыми площадками. Здесь у нас будет футбольное поле 40 на 60 метров. 40 на 60, да. Так, дальше вон там, в том углу у нас идет комбинированная баскетбольная площадка и волейбольное место. И дальше рядом там же... На баскетбольной площадке будут ли противоударное покрытие, резина или естественно, да, проектом предусмотрено, да, обязательно. А само футбольное поле? Само футбольное поле, естественно, поле, трава. Естественно, трава будет, да? Да, естественно. Искусственно у нас здесь нету? Нет, искусственно нету. Фасад новой школы уже вырисовывается на фоне высоких деревьев, что не может не радовать жителей микрорайона. Они ждут открытия школы давно. Очень даже ждем. Не то, что мы, наши дети очень ждут. Мы очень надеемся, что в ближайшее время закончат и эти проблемы и у нас, и у детей закончатся. У меня 4 учеников учатся в этой школе. В первой смене, во второй смене и в третьей смене тоже. Вот как я Зарема говорила, у меня тоже девочка в 7 классе тоже возвращается 8:30. Пока она домой не придет, у меня вот напряженно я сижу тоже, переживаю. Новая и современная на 320 вместо обветшалой на 170 мест. Ждать осталось недолго, заверяют подрядчики. Однако со сроками сдачи объекта еще не определились. Школа готова только на 80%, хотя открытие по продленному сроку должно состояться уже в конце ноября. К слову, за процессом строительства следит специальная рабочая группа, в составе которой представители местной администрации и депутаты горсовета. Как наблюдается здесь на объекте, вызывает опасения, что до 30 ноября данный объект будет введен в эксплуатацию, так как объем работы, который еще необходимо здесь провести, очень большой. Но этот объем тоже, конечно, можно и сроки подогнать при наличии большого объема рабочей силы. Но как мы здесь наблюдаем, и ежедневно здесь бывает 30 и более работников. Но с такими темпами на 30 ноября есть опасения. Но застройщики уверяют, что в установленные сроки данный объект будет сдан в эксплуатацию. Сейчас рабочие выравнивают площадку для благоустройства всей территории. Чтобы уложиться в сроки, подрядчики планируют привлечь дополнительную рабочую силу. Успеют ли строители к запланированному сроку обрадовать школьников или детям придется ждать еще несколько месяцев, будет ясно позже. Идрис Ижиев, Магомед Дедигов, Новости 24. Сегодня празднуется 66-я годовщина со дня образования службы криминалистики. Создавалась она в органах прокуратуры в целях содействия борьбе с преступностью и совершенствования приемов следствия, внедрения передовых методик и техники, современных возможностей судебной экспертизы. Хава Гагиева с подробностями. Вычислить преступника по ДНК, голосу, почерку или даже запаху. Сегодня ученые в погонах могут составить полную картину преступления по мельчайшим деталям. На счету у криминалиста Увейса Погорова несколько десятков раскрытых громких уголовных дел. К слову, в этом году, не найдя никакой зацепки, полиции в следственный отдел было передано сообщение о без вести пропавшем жителе республики. Это дело его сразу заинтересовало. В ходе проведения осмотра места происшествия в щелях половицы одной из комнат домовладения с применением источника экспертного света были выявлены следы замытой крови, которые остались в щели и не смогли, скажем так, вычистить это все до конца. В любом случае, как говорится, преступник в любом случае что-то оставляет на месте происшествия, как бы он ни старался это скрыть и вычистить все это место происшествия. Идеального без улик преступления не бывает. Образец найденного красного вещества был идентичен образцу крови пропавшего мужчины. А уже несколько дней спустя на территории Алханчурского канала было обнаружено тело. В ходе его осмотра трупа было установлено, что причиной смерти являлось огнестрельное ранение, которые ему были причинены в данном помещении, то есть по месту его последнего пребывания. Под давлением неопровержимых улик, имеющихся у следствия, лицо, совершившее данное преступление, впоследствии призналось. Георадары, квадрокоптеры, тепловизоры. На базе отдела создан учебный кабинет, который оснащен современной техникой для обучения и повышения навыков специалистов. По расследованным уголовным делам техника применялась в 622 случаев. При этом по 143 преступлениям получены сведения, имеющие доказательственное значение. К слову, это и есть тот самый источник криминалистического света, однако функции его не заканчиваются на обнаружение следов крови. Данные очки подбираются под искомый нами объект. То есть, допустим,
когда мы применяем синий фильтр источника света, мы должны применить, допустим, желтые очки, потому что цветовая гамма, она не пересекается и уже позволяет видеть нам объект, который мы не видим своим глазом, но за счет применения специальных очков и применения фильтра мы можем разглядеть тот или иной объект. История появления отдела в регионе берет свое начало с момента создания прокуратуры Республики Ингушетия в декабре 1992 года. Сейчас криминалисты трудятся в органах Следственного комитета, и должности у них, соответственно, не прокуроры-криминалисты, как раньше, а следователи-криминалисты. А уже в этом году службе криминалистики исполняется 66 лет. Хотел бы поздравить всех своих коллег, руководителей подразделений криминалистики, всех служб Следственного комитета Российской Федерации с праздником очередным. Желаю всем крепкого здоровья, больших успехов в работе, а также в личной жизни. Криминалисты, как правило, первыми прибывают на место преступления в составе оперативной группы. Только за 2019 год было принято 339 сообщений о возбуждении уголовного дела и внесено 223 представления об устранении обстоятельств, способствующих совершению преступления. Благодаря профессионалам своего дела раскрыты сотни запутанных историй, а полученные результаты их работы – это всегда ключи к правде. Хава Гагиева, Магомед Белакиев, Новости 24. А сейчас о профессионалах уже совсем другой сферы. Образец трудолюбия. Фермеры Средних Очелуков развивают свое хозяйство. Занимаются животноводством и растеневодством. Годы усердия принесли свои плоды. Тамара Хашгульгова посетила агрария. Любимое дело, переросшее в целое фермерское хозяйство. Начинал Иса Измайлов с 20 гектаров. Тогда у него не было ни спецтехники, ни опыта. ساقط هيك دي مات جو يارو كان كيش بس نوز دي وجري به وشي كان كيش به تخشت سيدات ماس دقبوه بوش لا تاش حمار اوخش اوخان دي نخ نني مطاس. Спустя 26 лет в распоряжении фермера уже около 500 гектаров, которые отвели под ячмень, пшеницу, кукурузу и подсолнух. Сейчас фермер готовит почву под озимые и параллельно сеет семена. Под зерновые Иса отдал большую половину – 300 гектаров. سروك يوم ده وبيت تتغاب قلة دينا قاشت لا دول دين دوح كده هند سبع أربع гектара سوسيليشنا داين وانو كاي مقطي. Урожай этого года – это 170 гектаров ячменя, пшеницы, кукурузы и рапса – сильно пострадал из-за засухи. Но, как говорит Иса Измайлов, инициатива стать фермером в целом оправдалась. При должном уходе и хороших метеоусловиях удается собрать неплохой урожай. Гектар 30 центов, 20 центов, гектар, 25, 35 центов холод гектар. Сайо меточки до 40 холод бару соборишь. Ну а даю семена, когда долдер хаджа, удобрение тухар хаджа, самар медици да. И метки сайер елт луж сулуж, метки жиришь. И жнец, и грец, и даже животновод. На деньги, вырученные из земли, Иса отстроил во дворе собственный склад и сарай. Вести свое дело фермеру помогает семья. В хозяйстве порядка 30 голов крупнорогатого скота, в основном местной породы. В планах у фермера расшириться и увеличить поголовье скота, а перед этим построить полноценную ферму для коров, подальше от соседей, чтобы никому не мешать. Тамара Хашгульгова, Асхаб Белакиев, Новости 24. Боксеры из Ингушетии завоевали 6 медалей на всероссийских соревнованиях по боксу класса А в Грозном. Участвовали порядка 100 спортсменов из различных регионов России. 2 золотых медалиста – Мусар Плиев и Эмран Хамхоев. Тамерлан Аздоев удостоен серебряной награды. Кроме того, 3 спортсменов завоевали бронзовые медали – Мавладгири Гайтукиев, Аслан Плиев и Илес Альтимиров. Для школы Олимпийского резерва по боксу закупили спортивный инвентарь на сумму более 4 миллионов рублей. Финансирует обновление федеральный проект «Спорт. Норма жизни», нацпроекта «Демография». Какие секции бокса получили новое оборудование и какие изменения все это привнесет в спортивную сферу, расскажет Диана Дударова.
Новые боксерские груши, лапы, канаты получила секция школы Олимпийского резерва по боксу в Магасе. Их приобрели благодаря федеральному проекту «Спорт. Норма жизни». Теперь спортсмены могут оттачивать свое мастерство, пользуясь качественным инвентарем. Вот и Ислам Шаухалов уже проверяет свои силы на новой груше. Боксеру 19, он кандидат в мастера спорта. Участвовал во всероссийских международных соревнованиях. 2 раза выиграл на первенствах «Юность России». Зрелищному виду спорта посвятил себя 8 лет назад. Знает не понаслышке, что лучший друг боксера – это груша. И какого качества она должна быть. Качество Боксерский клуб посещают более 80 спортсменов. Тренируют их 4 тренера. Они, кстати, уже работают с новыми лапами. Без них не обходится ни одна тренировка. Ведь это один из главных снарядов в процессе обработки техники удара. Занятия проходят несколько раз в день. Тренеры признаются, спортивный инвентарь быстро портится и часто нуждается в обновлении. В принципе, можно увидеть, сколько детей занимаются. И все-таки инвентарь не на все года, он ведь тоже портится. Желательно, хотелось бы часто его менять бы постоянно, чтобы и новым был, и качественный был. Хотя и эти сейчас мы получили очень качественные. Новым спортивным инвентарем теперь могут пользоваться не только воспитанники школы Олимпийского резерва в Магасе, но и других секций в Ингушетии. Лапы, боксерские груши, профессиональные мешки, весы, олимпийские грифы, канаты. Все это от Министерства спорта России получили и в Али-Юрте, и Кажево, Малгобеке, Сурхаке, а также наставники, которые тренируют детей по договору в пригородном районе. Эти залы давно нуждались в новом оборудовании. То, что не хватало боксерских мешков, будет уже не ждать одного, пока один закончится, они будут уже большее количество, уже они будут одновременно выполнять свою работу, указания тренерской работы. Также тренера получили боксерские лапы, которые будут индивидуально, которые подтачивают технику спортсмена. Они тоже максимум полгода, год только приходят, они не в годность приходят. Также есть пневматические ключи, которые поднимают скоростные качества спортсмена. Все это большинство залов оснащены, те, которые нуждались в нашем регионе. На приобретение нового оборудования выделили более 4 миллионов в рамках национального проекта «Спорт. Норма жизни». На этом позитивные перемены в мире ингушского спорта не заканчиваются. В 2019 году завершено строительство ФОКа в Сагапше, а также завезли оборудование для строительства футбольного поля с легкоатлетическими беговыми дорожками в Нассер-Корте. Там же и в Гамурзиево построены воркаут-площадки. Выделены средства на реконструкцию республиканского тренировочного центра в Мужичи. На стадии завершения строительства футбольного поля и воркаут-площадки в Викажево. На данный момент еще ведутся работы по составлению соглашений, по подписанию соглашений о выделении дополнительного еще футбольного поля и нескольких площадок. Также подана заявка о строительстве необходимых физкультурно-оздоровительных комплексов в тех сельских поселениях, где необходимо. Минспорт республики направляет заявки для участия в национальных и федеральных проектах, чтобы региону выделили средства для строительства ФОКов. Нашим спортсменам, детям приходится выезжать в другие сельские поселения для занятия спортом. Смотрим, выделяются земельные участки в тех населенных пунктах, где необходимо нам строительство. Есть заявки, участвуем, хотим, чтобы наше население систематически занималось, и тем самым мы увеличили уровень обеспечения этими спортивными сооружениями. Одна из главных целей проекта «Спорт. Норма жизни» – увеличить число активно занимающихся спортом до 55% до 2024 года. На сегодняшний день в Ингушетии этот показатель составляет только 22%. Тем не менее, эта цифра с каждым годом растет, а ингушские спортсмены радуют своими успехами на всероссийских и международных турнирах. Так и школу Олимпийского резерва по боксу стабильно посещают до 900 спортсменов в возрасте от 10 до 30 лет. Конечно, полученный новый инвентарь для ребят стал большим подарком. Однако ряд вопросов до сих пор требует решения. Предстоит в полной мере обеспечить воспитанников формой, перчатками и шлемами для участия в соревнованиях. Диана Дударова, Адам Далаков, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия.